Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Правительством недавно в законодательный орган внесен проект главного финансового документа республики – Государственного бюджета республики на 2023-2025 годы. Как сообщалось, бюджет сформирован на базе прогноза социально-экономического развития республики. Каковы прогнозы на ближайшую перспективу и повлияют ли западные санкции на глобальные планы Якутии в сфере экономики, спросим у Марии Аргуновой, первого заместителя министра экономики республики. Мария Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте, Кристина. Мы уже сказали, что законопроект внесен в ЛТУМЭН. Каковы же основные прогнозы социально-экономического развития республики на ближайшие годы? Да, действительно, сейчас у нас бюджет республики на 2023-2025 годы внесен в законодательный орган. И вот как вы отметили, да, оно базируется на показателях социально-экономического развития региона на 2023-2025 годы. Здесь основные показатели, по которым выстраивается бюджет республики, это в первую очередь собственные доходы республики, налоговые поступления от промышленных компаний, да, и других. Здесь мы в прогнозе рассчитываем показатели прибыли рентабельных предприятий для формирования налоговых доходов, также объемы добычи полезных ископаемых, да, для определения объемов налогов на добычу полезных ископаемых. Также мы прогнозируем фонд оплаты труда, да, для расчетов налогов на доходы физических лиц. Ну и другие параметры, которые, конечно же, влияют на формирование бюджета республики. Но если в целом говорить, у нас прогноз социально-экономического развития мы начинаем работу где-то летом, в июне, когда сценарные условия развития экономики Российской Федерации нам направляются Министерством экономического развития Российской Федерации, и на базе этих сценарных условий мы начинаем свою работу. Но здесь, безусловно, очень много органов исполнительной власти задействовано, да, в составлении прогноза СЭР. Это в первую очередь Министерство промышленности, да, для определения объемов добычи полезных ископаемых, Министерство ЖКХ, энергетики, транспорта по своим отраслевым направлениям. У нас основной показатель, который характеризует состояние экономики региона, это валовой региональный продукт. В валовом региональном продукте, вот как ранее тоже, да, коллеги сообщали, что объемы промышленного производства занимают где-то более 50%. Да? У нас ВРП на 23-25 годы в совокупе, да, прогнозируется рост 18,8%. Это где-то в диапазоне, если по годам смотреть, от 4,6% до 8,8%. Также у нас, по всем показателям, да, здесь хочу отметить, что у нас наблюдается рост. На базе сценарных условиях Российской Федерации был сформирован прогноз и внесен в правительство, он одобрен в сентябре. Но учитывая, что сейчас правительством Российской Федерации одобрен, да, сам прогноз социально-экономического развития страны на 23-25 годы, мы провели в сентябре месяце, и буквально 4 дня назад у нас утвердилась корректировка нашего тоже прогноза региона на 23-25 годы. Но там корректировки в основном у нас касались курса доллара, который у нас по прогнозу СЭР Российской Федерации, да, сформирован, и объемы добычи некоторых там позиций, да, по добыче угля, по добыче золота тоже были скорректированы. И с учетом выхода из санкций, да, компании «Алроса», наш основной бюджетообразующий, тоже их показатели были скорректированы. Если говорить по цифрам, да, у нас там прибыли, да, рентабельных предприятий, если мы закладывали в летнем прогнозе 244 миллиарда рублей, сейчас мы его скорректировали до 325 миллиардов рублей. Да, это говорит о чем? Да? Говорит о том, что собственные налоговые поступления бюджета, да, в скорректированном прогнозе они увеличены. Также по фонду оплаты труда у нас тоже прошли корректировки при наблюдении, статистических наблюдений, также
итогов работы крупных компаний по итогам 9 месяцев, да, фонд оплаты труда у нас тоже скорректирован. Но здесь надо говорить о двух факторах. Это сам рост среднемесячной заработной платы, да, по предприятиям и увеличение численности по некоторым позициям. Ну и как ранее тоже сообщалось, у нас произошли меры по увеличению заработной платы работников социальной сферы. Вот это тоже все повлияло на увеличение фонда оплаты труда. Далее давайте поговорим о нынешней ситуации в экономике. Как отразилось внешнее санкционное давление на экономические показатели в республике? Да, мы сейчас уже получили показатели статистики за 9 месяцев. Мы уже можем это констатировать. У нас ВРП оценочно вырос на 10%, да, валовой региональный продукт, который вот как раз-таки это... Если сравнить с прошлым годом, он за январь-сентябрь ВРП составлял 12%. То есть у нас снижение на 2%, но мы считаем в условиях вот сегодняшних реалий это как бы не такие большие эти снижения, да. И тут я хотела бы отметить, что у нас в марте месяце, да, был создан оперативный штаб, возглавляемый Ильдарханом Республики, да, Евгением Сергеевичем Николаевым, и был принят план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития в условиях внешнего санкционного давления. Но мы планы приняли, и мы считаем, что вот сейчас уже по истечении времени 9 месяцев можно уже констатировать, что те планы, которые были своевременно приняты в начале года, да, в феврале, в марте, они вот как раз-таки оказали, как сказать, благоприятные условия неспада экономики республики. Как упоминалось ранее, промышленность растет на 13%. Прокомментируйте, пожалуйста, сложившиеся результаты по итогам 9 месяцев этого года, в том числе в разрезе отрасли, и по каким компаниям конкретно оценивается рост. Да, у нас, тут надо сказать, что промышленность у нас по итогам 9 месяцев выросла на 13,1%. Здесь надо отметить, что у нас наши крупные компании, да, основные там уголь, да, например, в Южной Якутии, добыча газа, да, добыча нефти, они в основном ориентированы на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, да, где у нас экспорт у нас особо не подвержен, да, санкциям, поэтому тут показатели добычи промышленных компаний, они, как сказать, выросли, да. По нефти, например, у нас рост составляет около 10%, да, это показатели «Газпрома» на Чаиндинском месторождении. Добыча каменного угля у нас выросла практически около 30%, это у нас компания «Эльга-Уголь». Но «Эльга-Уголь» вообще надо отметить, что это очень быстро, динамично растущая компания, да, и она в основном обеспечила вот рост добычи угля на 26%. И газа горючего, это тоже «Газпром» на Чаиндинском месторождении, 32,9% роста составили. По индексу потребительских цен в сравнении с Российской Федерацией и Дальневосточным федеральным округом какие позиции занимает Якутия? Ну, по индекс потребительских цен вообще мы в целом наблюдаем по 3 группам товаров, да, блокам. Это продовольственные, непродовольственные товары и услуги. У нас вот с учетом того, что были приняты планы первоочередных действий, да, можно сейчас говорить о том, что у нас ИПЦ удалось сдержать, да, и у нас ИПЦ по итогам 9 месяцев сложилось меньше, чем в Российской Федерации и в Дальневосточном федеральном округе. Если в среднем по России ИПЦ составил 14,4%, да, а по Дальневосточному федеральному округу 12,8%, у нас ИПЦ составляет 10,7% по итогам 9 месяцев. Поэтому мы на сегодня считаем, что вот опять повторюсь, да, что принятые планы, которые вот в марте, да, оперштаба, они вот смогли, удалось держать такой еще больший рост индекса потребительских цен. Повлияют ли санкции на глобальные планы Якутии, это ввод объектов, достижение целей и стратегических указов?
Но тут вот, как я отметила, да, вот стратегические ну, показатели, да, вот именно вот ВРП, объем добычи, фонды оплаты труда, да, развитие других отраслей, тут особого влияния нету, да. Запад. Ну, конечно же, на транспорт у нас, на перевозки пассажиров, да, очень сильно повлияло. Понятно, что там у нас показатели практически снизились где-то на 40%, да, а по остальным показателям у нас по итогам 9 месяцев и вообще по оценке 2022 года наблюдается везде рост. И те мероприятия, если говорить про инвестиционную программу республики, да, там при остановке строительства тоже у нас на сегодня нету, да, все идет в плановом режиме строительства социальных объектов, школ, там, объектов здравоохранения, культуры и так далее. И вот те проекты инвестиционные, которые были начаты или сейчас реализуются, да, по ним тоже таких отрицательных влияний, там, рисковых моментов тоже не наблюдается. Экспорт у нас, вот как я отметила, идет ну, нормально, в плановом режиме тоже экспорт у нас производится. Мария Михайловна, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо, Кристина. А я напомню, о социально-экономическом развитии региона мы поговорили с Марией Аргуновой, первым заместителем министра экономики республики.